Саша, я думаю, заменила. Да, я тоже была в своем возрасте, работала. Все, честно. Нет, у нас есть что-то, просто у нас кто-то Уважаемые участники нашего мероприятия, мы начинаем работу семинара. Слово предоставляется ректору Коми Республиканского института развития образования Галине Владимировне Китагаевой. Добрый день, уважаемые коллеги! Я приветствую всех, кто сегодня находится в нашем зале в Коми Республиканском институте развития образования, и всех коллег
наших профессиональных партнеров, которые к нам подключены в режиме онлайн. Сегодня, уважаемые коллеги, мы проводим обсуждение итогов апробации учебников коми-язык как государственный для 3 класса, для 4 класса и подводим итоги апробации рабочей программы по предмету, край, в котором я живу. Уважаемые коллеги, я хочу внимание обратить, что для нас это очень важное профессиональное событие. И сегодня вместе с нами будут работать авторы учебников, авторы рабочих программ. И, конечно, мы приветствуем наших коллег, педагогов, которые проводили апробацию учебников и рабочих тетрадей. Уважаемые коллеги, наша совместная задача – обсудить итоги апробации и предъявить профессиональному сообществу итоги апробации. Уважаемые коллеги, мы работаем с вами в течение 2 часов. У нас зафиксирована программа проведения нашего семинара. В рамках программы у нас 8 выступлений. Уважаемые коллеги, и я очень надеюсь, что все выступления, они будут действительно профессионально насыщенными, потому что нам сегодня очень важно еще раз внимание обратить, что только благодаря именно нашей совместной работе мы можем говорить о развитии этнокультурного образования в нашей республике. Сегодня очень важно, что в республике сформирована команда авторов. И мы сегодня готовы не только на уровне Республики Коми, на уровне Российской Федерации именно предъявлять наши профессиональные результаты. Уважаемые коллеги, я очень надеюсь, что данный семинар будет профессионально вам и интересен. И, конечно, он прежде всего нацелен на формирование и у авторов, и у наших педагогов тех профессиональных компетенций, которые позволят прежде всего у наших обучающихся формировать и универсальные учебные действия, и формировать у них умение работать в рамках уже технологий проектной деятельности. И мы, конечно, очень надеемся, что именно сегодня мы вместе с вами в завершении семинара подведем очень значимые итоги, которые, я думаю, что мы зафиксируем и направим в Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Уважаемые коллеги, еще раз приветствую. Желаю всем успешной работы. И я думаю, что мы готовы начинать наш профессиональный семинар. Удачи, уважаемые коллеги. Мы обратимся к нашей программе. Сегодня у нас присутствуют авторы учебника «Коми-язык» для 3 класса и «Коми-язык» для 4 класса. Давайте их поприветствуем. Это Светлана Николаевна Терентьева, кандидат педагогических наук, директор Института педагогики и психологии, заведующий кафедрой начального образования Института педагогики и психологии СГУ имени Петерима Сорокина. Это Агния Васильевна Сизова, соавтор этого учебника, и, к сожалению, не смогла подойти Елена Николаевна Вязова. Также сегодня присутствуют апробаторы этих 2 учебников. Это педагоги из 3-й школы города Сыктывкара, это учитель из Усть-Лымского района, из Зеленецкой школы, из гимназии номер 2 города Инты и из 16-й школы города Сыктывкара. Давайте все-таки начнем нашу рабочую встречу. Я думаю, что мы слово предоставим сразу апробаторам этих учебников. И начнем мы с Галины Ивановны Расовой, учителя коми-языка школы номер 3 имени Лыткина города Сыктывкара, которая выступит с докладом формирования универсальных учебных действий у обучающихся 3 класса средствами учебника «Коми-язык» для 3 класса. Галина, пожалуйста. Yüce Oğlum, поднипутана ужьортяс, завыждать аслам нимчанька севичтавны учебник лощаты счастлы, Агния Васильевна, Слава Николаевна, Елена Николаевна. Герд комик вела дышлы дысчина, но налы коди комиков савелады, тая зев колона уч. И челя если и вела дыщасла. Завыждать. Ме огдыр чорниц, мы яркис.
Изменения, произошедшие в системе образования за последние годы, привели к переосмыслению методов и технологий обучения неродным языкам. В связи с этим педагогический процесс обучения коми-языку должен соответствовать требованиям ВГОС. В новых стандартах преподавания неродных языков не ставится единых комплексных сложных задач по изучению теоретических основ языка, глубинных основ грамматики. Основной акцент делается на развитии коммуникаций, на умении учащихся установить контакт для общения с другими людьми, на овладении языком в процессе общения, умение анализировать свои действия и слова, развитие кругозора для умения заинтересовать собеседника или слушателя, а также на развитие логики для грамотного и последовательного изложения мысли. Все эти умения логично назвать универсальными учебными действиями ОУД. Таким образом, основной акцент на уроках коми-языка делается на формировании ОУД. Возникновение понятия «универсальные учебные действия» связано с изменением парадигмы образования от усвоения знаний, умений, навыков к развитию личности учащихся. Формирование ОУД – это надежный путь повышения качества образования. В узком смысле ОУД – это совокупность способов действий учащихся, а также связанных с ними навыков учебной работы, обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса. Напомню, что выделяются 4 блока универсальных учебных действий. Это личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные. Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях и включают в себя личностное, профессиональное, жизненное самоопределение, смыслообразование, нравственная этическая ориентация. Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности. К ним относятся целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, оценка, саморегуляция. Познавательные универсальные действия включают общеучебные, это самостоятельное выделение, поиск информации, структурирование знаний, постановка и решение проблемы, логическое. Ну и коммуникативно-универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, метапредметный характер, обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности, обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса, лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося, вне зависимости от ее специально-предметного содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей учащегося. На современных уроках коми-языка идет формирование всех 4 видов универсальных учебных действий. На мой взгляд, апробируемый учебник по коми-языку для 3 класса способен воплотить в жизнь новые задачи. Преимуществами данного учебника являются принцип устного опережения, реальные речевые ситуации общения, учет возрастных и психологических особенностей младших школьников, формирование способностей к ведению диалога культур, большое количество иллюстраций и игровых ситуаций. В представленном учебнике уделяется внимание формированию и развитию всех видов речевой деятельности, аудированию, говорению, чтению и письму при помощи разнообразных коммуникативных заданий и упражнений. Учебник дает возможность преподавателю использовать различные виды и формы обучения, осуществлять всестороннее развитие учащихся с учетом их индивидуальных особенностей и способностей восприятия и отработки учебного материала, развивать навыки самоконтроля и самооценки. Учебник по коми-языку построен по разделам, в каждом из которых предусматриваются разнообразные типы заданий на отработку личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. Одной из основных функций ОУД является обеспечение педагогам возможности обучающихся самостоятельно осуществлять деятельность обучения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, осуществлять контроль и производить оценку процесса и результата своей работы. С целью развития познавательных ОУД создатели учебников предлагают различные упражнения по работе с текстом.
У обучающихся есть возможность самостоятельно определять тему, предсказывать содержание по заголовку, по ключевым словам или репликам, определять логическую последовательность основных фактов. Формированию познавательных УУД также способствуют разделы, например, такие как «Богатство Коми-края», «Сыктывкар, столица Республики Коми», которые знакомят с различными аспектами жизни, культуры, истории республики, развивают интерес к жизни других народов, воспитывают уважение к людям других национальностей, их ценностям, обычаям и традициям. Таким образом осуществляется духовно-нравственное воспитание школьника, которое учит любить не только свой народ, свой край, но и позволяет сравнивать и сопоставлять разные культуры, испытывать чувство гордости за свой край и народ, уважительно относиться к культуре других народов. Познавать мир дети учатся и благодаря другим разделам, например, таким как мир животных, мир растений и грибов, которые дают учащимся сведения из других областей знаний. То есть дети овладевают межпредметными понятиями. Формированию обучающихся личностных УУД помогает работа с проектами, которая дает им возможность раскрыться, проявить свои творческие способности, развиваться, самосовершенствоваться. Личностные действия позволяют обучающимся осознавать значимость учения, они связывают его с реальными жизненными ситуациями, направлены на осознание, исследование и принятие жизненных ценностей и смыслов, позволяют сориентироваться в моральных нормах, правилах, оценках, позволяют сформировать собственную жизненную позицию в отношении мира, окружающих людей, самого себя и своего будущего. Содержание учебника для 3 класса позволяет организовать учебно-исследовательскую и проектную деятельность учащихся. Но, на мой взгляд, можно включить конкретные задания для организации этой деятельности, потому что многие родители опираются на содержание учебника при выполнении проектов, а одночасовая программа не дает учителю возможности уделять времени, например, на планирование этой работы и так далее. Да? А распечатки, которые мы раздаем детям, некоторые обычно не доносят. Поэтому такая небольшая рекомендация с моей стороны. Да. Благодаря учебнику для 3 класса ученики самостоятельно учатся рефлексировать полученные знания и навыки. Кроме того, у них формируется самооценка. А самооценка возникает тогда, когда ученик может проверить то, что он усвоил. В учебнике присутствует задание на проверку и самопроверку. Но еще один такой момент, что, кажется, тоже следует отметить, что можно заменить формулировку заданий. Например, в задание «Скажи по коми» добавить «Проверь свое умение, скажи по коми». Да? Либо в заданиях типа «Напиши предложение», заменяя рисунки словами, добавить «Проверь себя, напиши предложение, заменяя рисунки словами». То есть саму формулировку уже задания изменить, чтобы установка у детей была. Главное преимущество учебника по коми-языку для 3 класса – это нацеленность на формирование и развитие коммуникативных УУД учащихся на ранней стадии обучения коми-языку, что, согласно ГОСам, считается одной из ключевых целей изучения данного предмета. Это достигается посредством отработки умения учащихся слушать и слышать собеседника, вступать и поддерживать разговор, полно и четко выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. К окончанию 3 класса дети научатся говорить о себе, о животных, о погоде, о семье, любимой еде, используя простые грамматические конструкции. Дети обсуждают темы, с которыми сталкиваются в настоящей жизни. Домашние обязанности, день рождения, животные, праздники и так далее. Многократное повторение пройденного материала позволяет научиться говорить детям с изначально разными способностями. Многообразие упражнений помогает учащимся легче и быстрее запомнить изучаемый материал, а также ведет к расширению лингвистического кругозора младших школьников. Создание ситуаций, приближенных к реальной жизни, побуждает детей думать и говорить на коми. Дети изучают коми-язык, наблюдая за основным героем Ошпи, действующим как в реальных, так и в сказочных ситуациях. Третьеклассники с удовольствием учатся сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками, оказывать поддержку друг другу, выполняют совместную деятельность, выражают свои мысли. Обучение по коми-языку, по учебнику коми-языка в 3 классе помогает обучающимся повысить мотивацию, почувствовать уверенность в своих силах, развивать индивидуальные способности, что в дальнейшем даст им возможность изучать коми с удовольствием и эффективно его использовать. То есть можно отметить, что учебник ориентирован на государственный стандарт общего образования.
Ну и в заключение хочу еще раз отметить, что важнейшей задачей обучения неродным языкам является формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способных к саморазвитию и самосовершенствованию. Поэтому вкратце мы рассмотрели некоторые способы формирования УД на уроках коми-языка с использованием учебника по коми-языку для 3 класса. Спасибо за внимание. Можно вопрос? Да, можно вопрос? Да. Галина Ивановна, что вы, пожалуйста, остав задание с прошивленной чародействия, или Но имаш ще куджик задание, да. Но сиений бур мы позже упражнения с юкны, да, то есть чародейство кто допомогти, или чародейство? Кодиславджика, да, мало эти полосучетные кодиньонджика. То, что не оценил, И будет будет. командная дифференциация с знанием. Но мечай там и грамотный педагог се бура, ну, се ти дала. Но я думаю, что легче импульсив. Ну, позже методи, том вела честно, да? Не отделом, Галина Ивановна, зачем уже вы ждете. Так, он кором Галина Степановна Тренькина, Тая Велодыч, Усть-Лым районыч. Организация проектно-исследовательской работы на уроках коми-языка и во внеурочной деятельности. Урлум ми тоже косия виждан уджидате. Мы менем сечем уджид доверие, щетисна апробация санодна, учебник кужалес. Ну и, конечно, уджидате автор ясла, да, код ясла щетисна тачем интересный, кокнет учебник. Мёккас ешуна мы пажик учебник ясла свалыны лёкаш, но не корми вуджим оти час вылад. Конечно, учитель кола йона кытка кокнедышны, кытка бежишны, медем челядис гыгоройсны, кокнеда уджалисны. Мы с детьми, ну, не нарочно, конечно, видите, что тоже, да, мы с детьми успели только проработать 3 темы. Это «Мое здоровье» 4 часа, «Богатство Коми Республики» 5 часов и «Любимое время года лета» 1 час. Тема, конечно, у меня проектная, но немножко хочу тоже сказать и вообще, как мы работали. Все продумано, все интересный текст. К тексту подобрано много интересных заданий. Всегда в каждой теме игра. И вот я вчера еще раз к теме здоровья вернулась. И каждый урок содержит разнообразные задания. То есть нигде ничего практически не повторяется. Столько труда авторы вложили. Я, конечно, была еще раз вчера очень сильно удивлена. Вот. И когда я садилась планировать урок, действительно, тут все продумано. Каждый этап урока, материал, тут все готово. На мотивирование, пожалуйста, материал есть. На актуализацию, на выход к проблему, на проблемную ситуацию тоже, пожалуйста, чтобы потом поработать над изучением новых слов, над закреплением новых слов, над применением новых знаний, над закреплением нового материала. Все поэтапно в учебнике, все четко как бы имеется, и было и планировать уроки, и работать с детьми очень интересно. Конечно, когда я села уже оценивать, ставить критерии, я, конечно, везде поставила «да». Единственное, может быть, там где-то небольшие предложения были. И когда я дошла до пункта «Содержание учебника содержит задания для организации учебной деятельности, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся», тут, конечно, я сперва задумалась, как в старых учебниках вот нету этих условных обозначений «выполни проект», да? Потом я вернулась к своим темам, которые мы с детками прошли, и смотрю, так тут каждое буквально там в конце темы задание, оно наталкивает на учителя именно на проектную или на исследовательскую работу. Да, и я вот как бы немножко об этом посмотрела. Вот мы в теме здоровья, да, последнее задание. Отгадай ребус. Бураов Давид Джон Виджалун. В течение 4 уроков мы читали тексты, благодаря которым выходили на разговоры о том, что надо соблюдать правила личной гигиены, о том, как важно, чтобы был чистый воздух у нас. И, конечно, тут, может быть, учитель выйдет на такой проект, как составить, может быть, памятку, как беречь здоровье.
Вот. Или, например, вторую тему, которую мы работали сильно с детьми, да, это коми мула нозерлун 5 часов. Там тоже мы знакомились с текстами о других селах, о богатстве нашей коми Пармы. И, конечно, тут, само собой, выходит, как бы в конце уже можно выйти на проект «Книга может быть родное село». Вот. Но, конечно, работая по 1 часу, может быть, больше бы эту работу проектную, да, можно будет делать во внеурочное время, да. Вот. Вообще проектная работа, она, хотя и исследовательская, уже много, вроде мы говорим об этом, но это настолько сложная работа, чтобы вывести ребенка именно к пониманию, что это, да, проблема, а потом правильно это сформулировать, правильно поставить задачи с ребенком, цели, это очень кропотливый труд, конечно же. И тут даже можно и с кем-то индивидуально поработать. И вот если дальше идти по темам, я потом как бы вернулась к началу учебника, действительно, можно даже некоторые темы, может, каким-то проектом и учитель будет объединить. Например, вот первая тема у нас «Тыдмачим», да, знакомство или «Межшкола, я в школе». Почему бы тут не выйти на проект, фотоальбом «Минам Йортяс». Вот. Или тоже большая тема «Быдмагяс, Шакяс», да, Шакяс, «Мир растений и грибов». И потом следующая тема тоже идет «Пемысяс, мир животных». Тоже можно учителю выйти в такой большой проект «Чужанула вырвало небо», книга родной природы, да, природы родного края. И, конечно же, тема еды, да, тут и на исследовательскую работу можно выйти, тема одежды, тема вот мои домашние обязанности, тут даже можно на небольшую исследовательскую работу выйти, там даже как бы 9-е задания, 8-е иногда, даже предполагают, да, вот там такое задание, например, да, узнаю у бабушек и дедушек, какую работу они выполняли в детстве по дому. Вот, поэтому можно выйти вполне на какой-нибудь проект, любимое блюдо моей бабушки, например, да, или там проект «Книга рецептов», или на какую-нибудь исследовательскую работу. Даже, может быть, и не всегда это на каком языке будет, потому что за 1 час это очень трудно. Вот. Мы, например, в прошлом году из темы тоже вот этот продукты питания со своим классом вышли, у нас ребенок взял очень большую такую серьезную работу, коми-рыбник. И такую большую работу они проделали с бабушкой. Мы вот в районе, у нас шаг к успеху идет для начальных классов, заняли с ней 3-е место. Вот, то есть очень все это предполагает учебник, чтобы ребята вышли вот к чему-то, изучали. И опять же, как бы через эту исследовательскую проектную задачу мы, может быть, даже поможем другим предметам. Я так как учитель начальных классов, как бы все вместе у меня в голове это. И даже к ВПРу мы через эти исследовательские задания, через коми-уроки проведем, потому что там последние задания, все про нашу республику. Вот, как бы, что я хотела сказать по проектной деятельности. Вообще, конечно, может быть, опять же, для начинающих учителей, может быть, где-то пару значков таких поставить автор учебника, да? Может быть, там 10-е задание какое-то, да, чтобы, может, кто-то мимо пройдет и не вспомнит о проектной деятельности на коми-уроках. Может, кто-то увидит это и вспомнит. Вот. Ну вот как бы, что я хотела сказать. И, конечно же, еще раз большое спасибо. Там я вот в программах вчера смотрела, еще рабочая тетрадь есть, да? Нет, или это что-то другое, да? Потому что потом я немножко, если время еще есть у автора, такое вот предложение, когда писала, вот во 2 классе в учебниках там были «Проверь себя», да? Вот. Может, если успеете, хотя бы немножко такое тоже быть. У нас разработаны все рабочие тетради по всем учебникам. Там может быть это, да? Ну вот это бы тоже здорово было. Теперь иди только и работай. Очень хорошо, легкий учебник, интересный. Большое спасибо. Просто я хочу добавить, проектной деятельности сразу после собственно, а проектная деятельность там трудно зеркало, да, но вело дышать, вот варья задания с секундой Да, Чиряничный свободный исследовательский умение. А сиджи
Не, Гашка Кумынка значок буквально. Меня, например, окружающий мир, осмотрно видит это полгода власть, как проектный будет предложить. Кумынка значок Гашка. Мне там том есть Гашка озаджина. В принципе, обучение сразу учит, а то был проектный исследовательство учила 5 когда начинается. Это техническая рекомендация, потому что если семинар будет подробно, конечно, Лучше так тоже. Уже дайте Галина Степановна, мы сядем. Например, план сказать. Вот это было Ольга, да? Вот по плану, планы все остался проект. Все только мы вышли, проект остался, проект Галина Степановна, зе уже дайте мы се аджиска дилокты смендина. Онными кором Виктория Александровна Коллегова, тая вела до Зеленецкой школы, Сыктывдинский район. Здравствуйте всем. Я приехала из Зеленецкой школы. У нас большое преимущество, что когда пошло обсуждение, как изучать коми-язык, из 500 обучающихся их родителей только 3 высказались за предметы вот, этнокультурного содержания, то есть меньше 1%, то есть 99 почти и 0,4 они проголосовали за, вот, чтобы в школе было преподавание коми-языка в размере 2 часов. В начальной школе только в 4 классе, по-моему, 1 класс убрали, и то администрация оплачивает внеурочную деятельность как дополнительный час. То есть мы, учителя, ну, фактически ничего не потеряли. Да, поэтому у нас даже очень много людей, учителей, которые преподают коми-язык. В среднем звене у нас свой учитель, и в начальных классах, если есть желание, если есть как бы возможности, учителя тоже преподают коми-язык. Галина Степановна – это моя родная тетя. Вот, она привела, ну не только она, да, но в семье у нас это культивируется, любовь к языку, любовь к родине. И поэтому как бы вот появилось такое желание хотя бы в своем классе, но обычно всегда кого-то еще прикрепляют на год младше. Вот. Когда она сказала, что вот есть желание апробировать, и когда она в чем-то участвует, она меня тоже к этому неофициально тоже подключает. Вот. А так как 3 класс, я говорю, ой, давай я тоже попробую. И я когда открыла, ну как бы у нас по теме шло коми мулу нузрулун, да, всего 5 часов. И по программе, и по учебнику. Мы не смогли остановиться. Мы эту тему изучали 10 часов. Насколько интересный был материал, что я не могла пройти мимо ни одного задания. А глаза детей, их работы, их оживление, их вот сколько много мы получили, самое тяжелое, у меня, конечно, формирование УД. Вот Галина Ивановна все рассказала, поэтому повторяться не буду, да, все простыми словами скажу. Самое трудное учителю, особенно в начальных классах, это личностный УД. В этой теме это было столько возможностей, вот эти личностные УД развить, не говоря уже вот обо всех остальных, это просто была какая-то кладезь. Спасибо вам большое. Очень хороший, можно было с легкостью любой конспект современный составить. Как Галина Александровна сказала, под любое учебное действие есть задание на все этапы, на все учебные действия, то есть вообще кладезь. Я, конечно, приготовилась так как... Ой, тут это можно закрыть, да? Можно закрыть, если не открыть, да. Угу. То есть на всю эту тему я составила презентации. Ну вот на каждый урок, да, детям было очень интересно, только, к сожалению, как бы перегрузка немножко была, но что-то, какой-то материал мы и распечатывали. Я, конечно, попыталась тут немножко где-то отметить, где какой УД можно, да, а потом думаю, это бесполезно, это везде. Надо ставить эти все буковки, кодификатор этот выполнять. Думаю, ну не буду загружать, если уж надо, распечатаем все. Вот, но материал очень интересный, очень много детей узнали о Республике Коми, даже вот, как Галина Степановна сказала, для подготовки к ВПР. То есть это был лишний час для подготовки к проверочной работе, вот к этому 11-му вопросу, самому сложному почему-то, да, вот именно какие животные, какие растения, как что, даже вот это слово «юрщик», оно казалось таким трудным для детей, они не понимали, что это такое. Особенно для зеленецких детей,
как это, ну, Юркар это понимает, Сыктывкар. Как это выиграть Юрщик? Может быть, это вообще у них так вот, ну, плохо им связано, потому что вот мы через Сыктывкар нам надо. То есть и мы вот это, то есть это вот, это такой пласт копнули. И потом оказывается, что у нас вот столько много районов, это же пришлось нам выйти на все. Это у нас и карта была задействована, и все. Спасибо вам большое. Вообще так вот неожиданно у нас эта тема так вот всплыла. Вот. И так как дети у нас все, ну, в основном русскоговорящие, но к концу темы они знали все слова. Это вот именно лексика, это вообще. А работа со словом, а смысловое чтение. А предположить, о чем пойдет речь, даже вот по опорным словам, для русских детей это ведь нелегкое задание, да? Там было про олененка, да, там было шкукань, да? Там было столько всяких предположений, которые в конце концов-то, в принципе, ну, один ребенок догадался только, что в конце концов выйдет. Очень интересно. Спасибо вам большое. Так, ну, там где-то работа со словами была, даже вот это. Ой, а как нам сюда идти? Это немножко, наверное, режим докладчика здесь, да, или что? А что не переключается? Вот я, например, этот кадр хочу, вот что вы видите. Только я кадр. Ну, хотя бы. Ну, то есть даже по, например, касательно названий, коми-названий. Я еще преподаю, почему не любят у меня такие задания, я преподаю еще курс ОРКС, уже вот, ну, вот с самого начала, да, работа со словом. Тут очень много таких по названию, да, найди в названии коми-слова, да, и почему так называться. Дети ведь на русском языке очень часто это название ведь по-другому звучат, правда, что истинный смысл тяжело нам, да. А тут они уже и находят, ну, чуть не смогли мы, извините, и разобрать вот эти все вот эти, да, выльгар, даже тот же самый наш выльгар, да, вроде бы на поверхности лежит, да, дети даже эти не задумывались. То есть и работа, Даже он задумывался. Да, то есть вот моя любимая, как бы это, ну, не фишка, как, да, сказать, работа со словом. Тут я получила просто раздолье вот для своей, вот такого. Ну, мне кажется, и не надо. Ну, не надо. Мы поняли, о чем идет речь. Вот. То есть вот эту тему мы растянули на 10 уроков и чуть-чуть вот лето застали. Чуть-чуть. Вот, поэтому спасибо вам большое. УД все соответствует, программе соответствует, всем требованиям соответствует. Ну, замечания какие были, но не замечания, как бы оказалось, я просто этого не увидела. Вот с Галиной Степановной пообщалась, она мне на некоторые вещи глаза открыла. Вот по проектной даже деятельности. Она говорит, ты что, с ума не можешь? Там, я говорю, ну, видите меня как молодой учитель, мне значок какой-то нужен. Или по самооценке той же самой, да? Мне как, ну, нужен какой-то значок, что тут можно. То есть, видимо, учителей-то таких тоже достаточно, которые нужны какие-то подсказочки просто. Вот. И у меня, конечно, по рабочим тетрадям тоже было желание, как бы, а вот бы рабочие бы тетради. Но с таким учебником я поняла, что мне никакая рабочая тетрадь вообще-то и не нужна. То есть у нас была такая бурная деятельность, нам 5 часов не хватило даже, чтобы вот тему-то пройти, а эти еще и вот рабочие тетради, как бы вот материала вообще достаточно. Спасибо большое. Рабочие тетради, как все учебники. Да, нет, я говорю, даже как будто бы и не надо. Я пришла к такому выводу. Скажите, пожалуйста, вот на уроке, скажем, вот 5-й урок, да? Да. Материал не лишний, Нет. не большой, можете пройти на одном уроке. Ну вот я не могла пройти. Вот ну как вам сказать, мне было жалко какой-то материал оставить. Хотя класс сильный, я скажу. Вот класс сильный, да. То есть не то, что им не хватало темпа, не то, что им не хватало чего-то. Мне было просто жалко какие-то убрать. Если фильтровать, если в жестких рамках, я говорю, ну я пробация, меня же никто не контролирует, делаю, что хочу, поэтому как бы я была свободна. Если бы меня контролировали, конечно, мне пришлось бы что-то, чем-то жертвовать, да. Мне было жалко. Просто почему я спрашивала, у вас 2 часа, поэтому я Да. спрашивала. 2 часа, ну конечно. Да. Я смотрела 5 или 6 классы, там очень обширный материал. Да, Там да, выбрасывать, да. думаю, здесь может тоже лишнее. Нет, лишнего нет, лишнего нет. Ну, 2 часа, естественно, там 2 часа. 2 часа работы не хочу. Добавлю, когда мы апробировали вот тоже учебник 5 класса, мы рекомендовали
вынесли часть упражнений в рабочую тетрадь, нам А, сказали, вот что то есть. да, потому что действительно там столько такое большое Вот если количество, только вот и это, рабочая да, тетрадь, да, она да. уже лишняя, да? Да. И вот здесь вот можно было тоже вынести, но я так понимаю, что есть какие-то стандарты, которые определяют количество страниц, которые должны быть в учебнике. Сколько Да, система определенная выстроена. Да. Поэтому это, ну я думаю, может быть, и не лишнее. Весь материал, да, можно было вынести, да, за рамки рабочей тетради или домашних заданий, например, да. Но у нас родители с какой инициативой вышли? Пусть будет 2 часа, пусть будет коми-язык, но от домашних заданий нас освободите, поэтому мы как бы пошли на этот шаг, ладно, но и если мы задаем домашние задания, мы настолько разжуем, чтобы, ну, дети могли сами сделать, даже на уровне 1-2 класса. А еще проекты. Да. Проекты слышишь в автобусах. Да, Что да. это проекты для кого? Для родителей. Да, Дети да, не могут, да, и мы родители да. целыми вечерами сидим Да, над этими да. проектами. Как мама 7 детей, голосую. Поэтому, конечно, слишком. Если на интересе, конечно. Соответственно, возрасту тоже. Да, да. Спасибо большое. Спасибо огромное. Да. Спасибо большое. У нас учебник коми-языка для 3 класса апробировал также педагог из Сосногорска, к сожалению, она не смогла подъехать, Евсеева Лариса Валерьевна, и педагог из 18-й школы Толоконникова Тамара Власевна. Я бы хотела просто очень кратко зачитать те положительные моменты, которые она выделила. Детям нравятся небольшие по объему тексты, они могут самостоятельно осмысливать их содержание без помощи взрослых. Большой плюс в том, что все задания прописаны на русском языке, плюс в том, что тексты предлагаются на диске, дети с удовольствием слушают коми-речь. В учебнике много разноуровневых заданий, что дает возможность работать с детьми как со средними учебными возможностями, так и с высоким уровнем. Учителю не нужно разрабатывать дополнительные задания, а можно выбрать те, которые подходят к данному классу. Много заданий даны в учебнике в игровой форме. Игра перевертыши, лото, 3 предложения, отгадай слово. Обучаясь посредством игры, дети положительно относятся к изучению коми-языка, непринужденно работают на уроках. Детям очень нравится чтение диалогов, часто заучивают наизусть, с удовольствием инсценируют, проявляют эмоции и артистичность. Диалоги предусмотрены по каждой теме. Содержание учебника предоставляет возможность организовать групповую деятельность обучающихся и коммуникацию между участниками образовательного процесса. Содержание учебника обеспечивает формирование навыков и умений в аудировании, говорении, чтении и письме. Благодарим авторский коллектив за их труд, ждем выпуска учебника. Это отзыв Тамары Власевны Толоконниковой из 18-й школы. 16 года. Мы переходим к апробации. Да, да. Я просто убегу сейчас. Угу. Виктор Александрович наблюдает, апробатор наверное, белое честно нет учебника все равно из да, став задание и Агния Васильевна, и Елена Николаевна Ходосми, вычеркнуть только учебники через призму учебной деятельности проведены. Все равно всегда семья пробивает, а данные мочи, если отчины, и считали, только трудно контор, я скажу, работу, если тоже. Kasi считаю, что они ответили на первый класс, да, писал вот этот учебник. И я учащий студент Ясния института, вычислено электронные пособия. Даем учебник раз. И 24 июня в рамках защиты ВПР у вас презентация этого учебного пособия. Верно, локну, то есть учебное пособие став по урок у вас, то есть был урок у вас, на основе смарт-технологий различные упражнения подусерно следующие используют на уроке СО. Это уже только задание следует чисто лишних прямо на смарт-доске. Как это будет выложено, это все? Досье не рамках выпускной квалификационной работы. Можете у нас ознакомиться в институте, можете подойти на 24 июня, 9 часов, 35-й кабинет. Корпус института. Первый этаж. Форум. Светлана Николаевна Аття. 4 это согласие. Да. Не апробируют там итоги апробации 4 класса. Да. Перед нами выступит Кириченко Лаура Александровна, учитель коми-языка и литературы
гимназии номер 2 города Инты. Современный учебник коми-языка и его роль в реализации этнокультурного образования. Видеоглавный Дона Йортес. Добрый день, дорогие друзья. Я рада сотрудничать с вами и поделиться своими впечатлениями о проделанной работе. Хочу передать благодарность талантливому авторскому коллективу, работающему над содержанием учебника «Коми-язык» для 4 класса. В этом учебном году мне посчастливилось вместе с учащимися 4 классов гимназии номер 2 города Инты принять участие в интересном творческом эксперименте. В течение последней четверти четвероклассники в роли экспертов опробировали новый учебник. Гимназисты очень серьезно подошли к этой ответственной работе, где они могли трудиться в одной команде с известными филологами. Юных экспертов вдохновило доверие авторского коллектива учебника. Ребята видели, что с их мнением считаются, и они реально могут внести свой вклад в большое общее дело. Уроки проходили в форме деловой игры, где весь класс делился на 5 команд. В каждой группе выбирался старший эксперт, который выступал в роли тьютора. Он помогал своей команде освоить учебный материал, проверяя знания по теме урока. В конце работы каждая творческая группа представляла экспертные заключения, где учитывалось мнение каждого участника. Хочу привести вам пример одного командного резюме. Нам очень понравился урок из раздела «Я люблю читать на коми-языке». Было интересно, задания познавательные. Мы узнали новые слова, познакомились с Ниной Куратовой и с ее рассказом «Вошись Витька». Нашей команде особенно понравилось составлять предложения и участвовать в игре «Отгадай, кто это». Работать было легко, мы почти не обращались к словарю. Считаем, что материал урока поучительный, содержательный, но им недостаточно было иллюстраций, потому что они не видели это зрительно, да. И творческих заданий, которые очень любят выполнять дети. Да. Предлагаем внести рубрику «Повтори», в которой будут слова из предыдущего урока. Желаем вам огромных творческих успехов и хотим, чтобы новый учебник поскорее порадовал будущих четвероклассников. Гимназисты считают, что учебник является современным, потому что материал изложен доступно, занимательно. Каждый ученик, поэтапно выполняя задания, успевает освоить учебный материал, чувствуя себя успешным. Я присоединяюсь к мнению моих учеников и хочу сказать, что учебник действительно является современным, так как написан с учетом требований ФГОС. В учебнике предлагаются задания, которые поощряют учащихся к использованию всех видов речевой деятельности во взаимосвязи: чтение, говорение, письмо и аудирование. В новом учебнике усилено систематическое повторение материала. Большое внимание уделяется развитию навыков самостоятельной учебной деятельности. Содержание учебника способствует формированию уважения к коми-языку, развитию ценностного мышления. Мы с удовольствием работали с новым учебником и хотим передать небольшие наши пожелания. Интересный текстовый материал украсить красочными иллюстрациями, добавить к рубрике «Знаешь ли ты?» портреты писателей и поэтов, дополнить уроки заданиями повышенной сложности и творческими упражнениями. Почему повышенные? Они очень легко справились с тем материалом, который был на уроке. Вот, даже не обращались к словарю, еще раз повторяюсь. И небольшие были затруднения вот именно с географическими названиями Республики Коми. Поэтому мы предлагаем внести небольшой словарик. Современный учебник вносит вклад в реализацию этнокультурного образования, открывая двери в мир коми, культуры и языка.
Язык – один из самых существенных признаков науки. Он тесно связан с национальной психологией, самосознанием и самобытностью народа. За каждым языком стоит целая культура и оригинальное видение мира. Судьба языка – это судьба народа. До сих пор судьба народа. Потеря языка равнозначна потере нации. Пока жив язык народный в устах народа, до сих пор жив и народ, говорил Ушинский. Поэтому концепция содержания современного образования немыслима без этнокультурного компонента, под которым понимается все то, что способствует развитию творческих возможностей ребенка, дает более полное представление о богатстве национальной культуры, уклада жизни и духовных ценностей. Атик Ивзамыч, благодарю за внимание. Спасибо большое, Лауре Александровне. И еще один апробатор здесь присутствует, это Родионова Любовь Владимировна, учитель коми-языка 16-й школы города Сыктывкар. Стала брун, як уташын урочен, а то ненароком нижемский диалект уже. Итак, мне тоже косяшуна проектная технология есть такой уже учебник для 4 класса нам повез, да? Он не иншуистно, но все же, да? Значит, сначала расскажу вообще, для чего этот метод проектов для детей нужен. Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы, которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом. Применение проектно-исследовательской методики на уроках коми-языка даже в рамках школьной программы показало, что учащиеся достигают хороших результатов в изучении коми-языка, понимают необходимость междисциплинарных связей. Метод проектов обладает рядом преимуществ перед традиционными методами обучения. Основными преимуществами являются повышение мотивации учащихся при изучении коми-языка, наглядная интеграция знаний по различным предметам школьной программы, простор для творческой и созидательной деятельности. Итак, значит, это все понятно, да? Значит, какие проекты могут быть, да, и какие в учебнике для 4 класса. Значит, типология проектов по числу участников: индивидуальные, парные, групповые. Предметная область проекта бывает монопредметный, межпредметный, надпредметный. По продолжительности проекта: мини-проекты, краткосрочные, недельные и годичные даже бывают проекты. Метод доминирующий проект: исследовательский, творческий, игровой и другие. Характер контактов среди участников одного класса, школы, города, региона и так далее. И характер координации проекта, непосредственный и скрытый. Итак, что же предлагает нам учебник для 4 класса? Так, сейчас это мы все пролистаем. И с какими проектами мы успели поработать. С легкой грустью опробировала, потому что начальное звено потихонечку вытесняет коми-язык. Я раньше всегда работала только в начальном звене, то есть с 1 по 4 класс всегда у меня были уроки. А в следующем году вот 3 часа всего осталось. И поэтому очень-очень жаль, что такие хорошие учебники и уже... Я думаю, что потом вообще закроют. Они коми-литературное чтение выбирают все. Да, да, и прямо учителя уговаривают родителей, ну, чтобы самим вести. Вот скажем так. Поэтому очень жалко. Итак, вот проект «Мен величанин», да? Это проект нас Гуспейта учебный, потому что это первый или мод четверть. Да, вот. Это уджит проект. Большой проект, групповой проект, не краткосрочный. И, ну, я думаю, что вот в следующем году у меня 4 классы еще будут, мы обязательно вот с детьми вот поработаем с этим проектом. Вот, выпустите в классе газету о своей школе, работайте в следующем порядке. Вот все этапы тут расписаны. План, да, кучам план величанина, да, то есть кто-то там, да, отвечает на вопрос, кучам план величанин, ну, по группам, если так вот разделить, да, мы величанин говорят. Составьте загадку или кроссворд по теме школы, тоже можно какой-то группе, да, дать вот это задание. И нарисуйте свою школу, это уже можно вместе всем собраться, да, и, ну, кто-то там что-то там рисует, большую газету сделать.
Вот, в следующем году обязательно мы сделаем такой проект. Так, дальше. Так, вот мен проект Вога Гаркычев, Пантай СМИ Вычим, Тулус нас. Вот, Вычим, тачам книжка есть, и чети книга есть. Вот, значит, тачам задание вы из класса разделитесь на 4 группы, создайте мини-книжку о временах года, в свою страничку включите. Рисунок времени года, приметы и пословицы времени года, загадки, стихотворения времени года, составьте небольшой рассказ о времени года. Вот. И рекомендации при составлении своей странички: используйте учебник, тетрадь и словарь. Подготовьтесь представить свою страничку перед классом. Вот. Мы готовились, да, и на уроках готовились, и на дом я задавала искать и загадки, и рисунки, и стихотворения, и пожертвуйте, жертвуйте этим урокам. Вот, ноль группа ми разделить чем, да? Вот, и, значит, вычисление по временам года, дальше книжечка есть, да, вот я вот фотографирую нам эти книжечка Коли Стулысович. Вот, значит, Щерпас, Щерпас Пучкасас приклеили, значит, эти, господи, месяцы, Одакура Космурака, да? Сейчас Кыпур Михаил Лебедев, он тебе кажет, читает Кыпур, то, что мы считаем, что Кыпур нас учала, да? И вот дальше Гижис на копнет вищ, Тулысилыч, вой стулыс Иван Сыла Лемкер, Кавечан Тёпка Ела Войка, ну и сидь вочам. Зоя накажете знала, тая уджис, тая тоже групповой удж. Вот. Почему наш проект? Так, вот тая индивидуальный проект, будучи туром тая тоже вочем. Тая человек достаточно выбираетесь на почему будучи туром делаешь, вочно вот буквально вот так что мечетик вот Щерпасан. Ну, буклет, або буклет, ну, зачем вот? Ну, типа открытки, да. Вот так, по Лизами нам вычислил Мичевич. Вот. Омич говорит, Дрема, говорит, тоже вот по рекомендациям внешний вид, где можно встретить растения полезные средства. Нина Мабущек, и мне кажется, мы, ну, бать маму из ВМВ против, мы челяги вычислено ташем кухню душу. Та вычислено гортанесная, воистину, сейчас. Вот. Вязала на кулис, мне нам открытка, семьи фотографируете. Вот, проект Гудгак, ну, тайсы гусбайдовочный проект, это тоже индивидуальный, тоже за в кухне, мне кажется, мы тоже с удовольствием читать вычисленно состав сообщения в одном насекомом, расскажи одноклассникам. Тоже работаю по плану внешний вид, место обитания и питания. Вот. Ну, в общем, мы с Яшоном по проектам. В 4 классе по учебнику получается 2 больших групповых проекта. Вот это вот Минам Лялачанин и Вога Гаркычев там, да? Вот. И у нас вот тоже индивидуальный проект. Вот. И самое то, Унджик Осков, да, я уже лаз перебор, потому что у меня тоже эти час всего школа. И мне кажется, вот и Оско Соттаны, и Оско не нам... Да, Йоска не нам Чинтона. Вот самое то. Вот уже, ну, как бы с 5 класса там уже в учебниках там уже увеличивается и усложняется. Вот мы опробировали вот 6, там уже очень много проектов, поэтому для 4 класса вот самое то. Так что я Анзе уже дайте. Дальше учебники. Анзе уже дайте, Любовь Владимировна. У нас еще было 2 педагога-пробатора из Костонской школы, это Бушенева Людмила Николаевна, и из города Инты, это Чупрова Виктория Олеговна. К сожалению, не могли подъехать. И, в принципе, вот итоги апробации у нас по учебникам комязык для 3-4 класса завершены, да? Да, пожалуйста, Агния Васильевна. Тачу маточек миян камера тяну состыдал. Мой коло исправительный, мой коло сухне. И вот мы койный поток, там учебники, да? Первый учебник с ближним вовлеченность грамматика были. Ключу если министерство, секретарь класс, значит, ближний от грамматика были, да? Мы поток с ним, задание с ближним ручным тоже, а чем туда мы учителя, мы помимо с договором, было ближний ручным. Да, он тогда не стал республика почта,
Меня нашли срочно статься ежегодным. Остался некий точку весны. Значит, стало задание сдавать вещами по полному. У меня учебники с немецким, на вот куни потокаешь, у меня учебники, конечно, с 19 как бы убрали атин. Но мы посещены, вот исследовательские пути, посетительность просто главное. Галина Ивановна и Любовь Владимировна мечтали с ней, самые мечтали на исследовательстве. Вот просто посетить главное. Вот задняя еще раз, ой, по ходу думашления, может там исследовательский очень много с 3 классом шла. Задняя еще раз сравнивать на весь учебник уже есть часто, по-моему, на адрес. И следующая будет у нас итоговые исследовательские задания, еще раз сравнивать на исследование, что поставить. Очень так, может, очень важно, да? Вот у меня семейка серьезная. Следующее, по плану рассказать, может быть, если по плану рассказать, мы сдвижем проект, и вопрос, если же вопрос со школами. Очень символ за только лишнее. И еще. И помазанные пивно-горские группы. Так что это далее. Мечтали, пожалуйста. Я просто, в каком году написали? Или в 16 году. И все забыли, об учебниках уже все. Я вчера только посмотрела, вот так глаза, 4 вообще не смотрела, учила в уже. 3 классы. И с этой смертью, значит, какая загадка. Вот сколько раз посмотришь, сколько раз найдешь ошибки. Сколько раз. Вот в выпуске все равно еще найдем. В прошлом потоке как-то нашли предлоги, КБС, части речи включили. Да? Вы знаете, что это не... То есть, куда же мы включили-то? Это не буду вспоминать. Нашли учебники уже, да, что? Ошибку. Допустили ошибку, да? И вот там что-то где-то исключить, там выбросить. А вот 78 упражнение даже начинала отмечать. Ющия слеберли вырвещтен, и слащены велосипеды, и слащены катайчены шиновьян, и слащены катайчены. Велосипеды. Ющия слеберли вырвещтен. Потому что тут суффикс вещи неверно, да? Не вещи, вот метали значит, ющия слеберли вырвещтен. Просто не гневайся на то, что мы вот PDF файлы, ну, рукописи с PDF файлами, це робиться вариант, если не передачам ошибок, это лишь замечание. То есть, например, ты видишь, надо, ну, шамек уже, да, видишь на свои пасмы, а ты сейчас курсор сама ты ставишь, ты сегодня куда стала замечание свои 15. Потому что, например, рочь грамматика еще тоже вылучена. Ошибка с крышей и микросами. С крышей, сами же все предлоги роча стошная турелами. Корсичевичта еще корсичевичта не пасили, не укрылись. А мы я вижу, вот мы нет, если мы нет, наверное, а половичка стала ошибка, стал замечание, замечание рукопись, да? Вот здесь уже благодарность, исправляет, как бы, что ошибка есть. Asta citnu în Извините, даже nu подприяться, свет май така ще Фордовский, când документы să și înseamnă, că poate vă твоите, nu подприяться să vă ajungem. Poate na naști, кажа. Серьезно, кажа, мне вот это действительно она Николаевна достала сюда. Это тоже не суффикс вроде, я уже не помню, почему правильно. Но это технически. Суффикс тоже вроде.
Тоже супер, да? Потому что за Гунамьяну Йолом смогли скоро помнить с Гижом. Да. Потому что финно-угорский се не ходи помале, не помале. Из магазина с Русский помале. Правильно ли се не научи, ну, неправильно Много чисто и много. А вот еще, это грамматика уже есть, скажешь достаточно, грамматика се ще има чуть-чуть. У нас сила грамматика. Просто его учили отсюда, наверное, и я вот еще, я учили даже краеведческий материал чуть-чуть даже, потому что республика учили краеведение не так, Он не написал, что учебник а зачем я он не А каждый день. учебник же ужасно лишний, если не только на бумагу, страница зостер, и коли чинити, не? Коли шутити, коли іменно сундата страница, а он же это краеведение, что тут толкаться. И вот с тем с краеведческим материалом. Либо юный, либо помнит, либо правильно теряется. Я всегда важно, какой изучать, конечно. Но если Я дополнительно полугодие, ну, если ты материал 100 раз учебника, с Валентиной Ивановной прошу, жахтели понятия ставцы, значит, не шубя, не материал, если. Я что-то себе читала, собственно, но я получила, я была институтом, была там конференция. И конференция была с меня секция поиска культурного образования. Точнее, я расставила договор, апробатор я там взяла. Кстати, но доклад я слышала, и доклад я состоял, выступать и началась публикация статьи. Плюс аттестация. Я на аттестация была, да. Сейчас Бара ужасно, у меня Нуршан. Кудишетя, плохо надо видеть, как еще. То есть они сразу же, я как-то очень где-то статья сформулировала. Да, зе вижидайте Слава Николаевна, Агния Васильевна, Митилок, ти над Міандина став бурса дати, Алла. Может быть, я какие на апробатор, я знаю. В чому клас? Сечень Елена Федоровна, ладно? У нас не ще апробації. Юлич, куда чорні мовни. А второй класс по ДФН. Все к Екатерине Валерьевне, не ко мне. Все вопросы. А где второй класс учебник? Параллельно с апробацией учебников коми-язык для 3 и 4 класса в школах города Сыктывкара и в районных школах шла апробация рабочих тетрадей, край, в котором я живу. Авторы данных рабочих тетрадей Эльвира Ивановна Полякова и Евгений Викторович Поляков. Просим вас. Евгений Викторович Поляков, методист лаборатории развития этнокультурного образования. Да. Добрый день, уважаемые коллеги. Я хочу, во-первых, поблагодарить всех докладчиков за очень интересные доклады. Да, тема моего выступления посвящена особенностям реализации учебного курса «Край, в котором я живу». И также несколько слов, буквально несколько слов я скажу об апробации рабочих тетрадей «Край, в котором я живу». Итак, учебный курс «Край, в котором я живу», он краеведческий. А что такое краеведение? И в чем оно существенно отличается от других наук? Краеведение принадлежит к типу комплексных наук, то есть соединяет в себе сведения природоведческие, исторические, искусствоведческие, литературоведческие. И объединяющее начало состоит в том, что все эти сведения относятся к одной местности. Да? И на основании этого при отборе содержания учебного курса был применен комплексный подход, который выделяет 3 раздела. Природа коми-края, то есть в этом содержательном блоке рассматривается природоведческое содержание, которое направлено на экологическое воспитание младших школьников. Следующий блок – это коми-край вчера и сегодня. В этом блоке рассматривается история Республики Коми,
а также современное социально-экономическое и политическое развитие Республики Коми. И последний блок – это культурное богатство Коми края. Данный блок посвящен изучению культуры Республики Коми, традиционной культуре коренного народа Республики Коми, коми-народа. Давайте рассмотрим цели изучения учебного курса. Итак, целью изучения учебного курса, край, в котором я живу, является формирование опыта деятельности по получению новых знаний, их преобразованию и применению на основе освоения природно-культурного и историко-культурного наследия Республики Коми. Основными задачами курса являются уважительное отношение к семье, к месту проживания Республики Коми в целом, формирование личности младшего школьника как представителя Республики Коми и умелого хранителя социокультурных знаний, формирование у младших школьников активной гражданской позиции, патриотичности, экологической культуры, личностно-ценностного отношения к прошлому, настоящему и будущему родного края, воспитание младшего школьника любви к своей малой родине, развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей младших школьников, формирование способностей и готовности к использованию краеведческих знаний и умений в повседневной жизни младшего школьника. При реализации программы учитывались следующие подходы. Это системно-деятельностный подход, проблемно-поисковый, который предусматривал развитие познавательной и творческой активности младших школьников, ну и, соответственно, этнокультурный подход, который предусматривает изучение младшими школьниками нового материала через призму знакомства с природным, историческим, этнокультурным, материальным, нематериальным наследием Республики Коми. В этом учебном году во многих городских и сельских школах Республики Коми поступили учебные пособия для 2 и для 3 класса, края, в котором я живу. Учебные книги, они получились содержательными. Здесь представлены тексты краеведческого характера разных жанров, художественные, научно-популярные тексты, тексты памятки. Вот хочу представить научного консультанта этих учебных пособий Эльвиру Ивановну Полякову. Приятно, что эти книжки не получились яркими, красочными. Кроме рисунков, здесь содержится очень много репродукций картин коми-художников, чьи работы хранятся в экспозициях Национальной галереи Республики Коми. Также в этом календарном году мы с Эльвирой Ивановной Поляковой разработали методические рекомендации к данным учебным пособиям, а также разработали рабочие тетради. Они также называются «Край, в котором я живу», для 2 и для 3 классов. Буквально несколько слов хочу сказать об апробации рабочих тетрадей. Дело в том, что должна была выступить учитель-апробатор данных рабочих тетрадей Марина Ивановна Вахнина. Но, к сожалению, она не смогла сегодня подойти. Ну, буквально несколько слов тогда я расскажу. Да? Значит, апробация рабочей тетради она проводилась в 3 образовательных организациях Республики Коми. В одной сельской школе и в 2 городских школах. Значит, в средней общеобразовательной школе номер 38 учитель-апробатор Марина Ивановна Вахнина, в средней общеобразовательной школе номер 3 имени Василия Ильича Лыткина апробатор Елена Николаевна Королева, и в сельской школе, средней общеобразовательной школе села Сторожевск учитель-апробатор Ольга Дмитриевна Савина. Цель апробации – это выявление эффективности рабочей тетради, край, в котором я живу, во 2 и 3 классе в образовательном процессе при изучении учебного курса, край, в котором я живу. Учителям-апробаторам необходимо было дать оценку рабочим тетрадям по 23 показателям. И по результатам заключений учителей-апробаторов можно констатировать вообще положительную оценку данных рабочих тетрадей. Педагоги отметили эффективность разработанной системы заданий, которая структурирована следующими условными обозначениями. Например, задание деда-краеведа,
Это введение новой дополнительной краеведческой информации, которая существенно, ну не существенно, но она расширяет краеведческую информацию, которая представлена в этих книжках. Также задание бабушки-загадушки, тоже такое условное обозначение было. Это загадки, особенно таких много заданий для 2 класса. Также занимательные задания. Это кроссворды, ребусы, анаграммы. Задания карандаша, это творческие задания, то есть нарисуй, раскрась. Также в рабочих тетрадях присутствуют такие условные обозначения, как работаем в паре, активизируют парную работу, помощь взрослого. Также в рабочих тетрадях для 3 класса есть задание, активизирующее проектную, исследовательскую работу младших школьников. Но такая капля дегтя в бочку меда все равно была. Вот у некоторых учителей-апробаторов были замечания по формулировке некоторых заданий рабочих тетрадей. Но мы уже с Эльвирой Ивановной внесли правки в эти рабочие тетради, вполне резонные замечания, и внесли уже свои правки. Все педагоги-апробаторы отметили, что содержание рукописи рабочей тетради оно обеспечивает достижение требованиям Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общеобразования по формированию личностных, предметных и метапредметных универсальных учебных действий. Ну, также учителя подчеркнули, что задания рабочей тетради они вообще стимулируют активную познавательную деятельность учащихся и обеспечивают индивидуализацию обучения, ну и также формирование системно-деятельностного подхода. Ну, пользуясь случаем, я хочу всех поблагодарить вас, благодарю вас за внимание и поздравить вас с окончанием учебного года, пожелать вам удачи, хорошо отдохнуть. Вот. Спасибо вам за внимание. Эльвира Ивановна, не скажете пару слов? Да, все сказано. Все сказано, да? Вопросы какие-то будут, все сказано. Вопросов нет. На этом мы можем считать, что наш итоговый семинар подходит к концу. Мы благодарим всех присутствующих за то, что вы нашли возможность, время в таком плотном графике найти, послушать нас. Спасибо тем, кто к нам подключался и смотрел наш семинар в режиме онлайн. Всем спасибо. Может быть, вебинар будет. Сейчас в этом году будет учебный для 4 класса. В конце августа, возможно, будет вебинар. Я